25-26 сентября в центре Урала, в городе Екатеринбурге, прошел у нас региональный интерактивный форум «Эткер. Наследие». Это приуроченный к празднованию столетия образования, столетия автономии Чувашии. Туда нас пригласила Ергунова Ольга Титовна, председатель Свердловской региональной общественной организации Чувашский культурный центр Свердловской области. Она также работает завкафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета, доцент, кандидат экономических наук, председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых. И даже все не перечесть ее титулов, ее должностей. Очень гостеприимная, очень доброжелательная чувашская женщина. То есть она Родом она из Чебоксар. На чувашском языке даже с нами пыталась беседовать, получается у нее. У нее отец, напомним, Григорьевич, Григорьев, очень такой, скажем, активный ветеран, ему 87 лет, его приравняли к участникам Великой Отечественной войны, так как он воевал в венгерских событиях, участвовал в 56-х годах. Много у него наград, медалей, целую грудь, можно даже так сказать. Он очень активный человек нашего сельского поселения. Наше сельское поселение, хочу о себе немного сказать. Я в эти последние годы работал главой администрации от нашего сельского поселения. Сейчас у нас полномочия пока временно закончились, будут новые выборы. И, скажем, дальше, вот Тита Григорьевич, он много старался о нашем селе. По его старанию же также и церковь построили, многие начинания, все через него проходили. То есть вот строительство Атнашевской церкви, это его была инициатива? Его инициатива, его начало. Сначала народ, конечно, даже чуть посмеялись над ним. Какой еще церковь? Ну, все получилось, все, всего он добился. И по сегодняшний день он ко мне порой заходил в кабинет и говорит: Владимир Николаевич, давай, что же мы еще построим? Давай, что еще сделаем для родного народа? Я ему говорю: тебе уже сколько лет, давай-ка отдыхай. Отдыхать, говорит, некогда, давай работать. Вот ее дочка прям похожа прям на отца, тоже такая очень активная. С инициативой, да. Ну, дальше вот о мероприятии хочу рассказать. Вот этот большой форум такой прошел в этом центре Урала, в городе Екатеринбурге. С 11 регионов России там были гости и участники, с 5 стран были участники. Зарубежных, да? Зарубежных, да. Много площадок было, рабочих площадок. Там же одновременно проходил и по бизнесу, и туризму, другая площадка, там народного ремесло, там говорили о наших проблемах, обо всем вот этом народном ремесле. Говоря о празднике, о нашем региональном интерактивном форуме «Эткер. Наследие», много, я повторяюсь, из 11 регионов России там были и удмуртии, и татары. Там также там участвовали из Казахстана, многие национальности участвовали. Каждый народ показывал свое ремесло, свои народные одежды, платья, его наряды. Также прям там ткацкий станок стоял, прям проходил онлайн обучение, можно было своими руками даже материал поработать даже на этом. Кстати, Владимир Николаевич, вот прошу меня извинить, а в Екатеринбурге и финно-угорский, то есть музей финно-угорского народов, по-моему, как раз по промыслам очень сильно развито. Они нам там передовики. Они тоже там участвовали, также Саратова, из других многих городов были участники. Нашу чувашскую, нашу чебоксарскую группу возглавлял Тяпкин Владислав Геннадьевич, вице-президент Чувашского национального конгресса. Также участвовали Васильева Раиса Михайловна, завкафедры народного художественного творчества Чувашского государственного института культуры и искусства. Воронова Зинаида Ивановна, заслуженный работник культуры чувашского народа, доцент, тоже работник этого же института. И, как я сказал, 4-й я вот был в этой команде. Ну, вы, насколько я знаю, и в своей деревне такой порядок навели, что... Ну, наверное, да, и мы музей старины открыли, и много-много сделали. Деревню, дорогу обустроили. Ну,
даже столбы поменяли там. много что было сделано, и мемориальный комплекс заново реконструировали, и сад памяти разбили. Ну, много своими делами, наверное, чуть прославился, и Ольга Титовна, заметив мою работу, тоже, наверное, меня как-то пригласила. Вот, четвером представляли Чувашию. И что хочу сказать, мне очень было приятно олицетворять, смотреть, радоваться, как чувашский народ един. Я даже не подразумевал, что, допустим, в Тюменской области, Челябинской области и рядом с других регионов много чувашей живут. И они тоже приезжали своей командой. Я был даже прям в шоке. В таких красивых нарядах, с хорошими красивыми чувашскими песнями. Особенно мне запомнилось с Тюменской области руководитель вот этой чувашской диаспоры Алексей Викторович и ее супруга Валентина. Ихняя дочка была в чувашском наряде. Они такие доброжелательные, очень порядочные. Они за то, чтобы культура чувашского народа возрождалась и процветала. За мир в нашей многонациональной России. Это очень важный, я думаю, такой этап, что на Урале смогли собраться все нации нашей многострадальной России, скажем так, и показали, как мы дружно можем жить. Также в их команде был основной офицер, он, Алексей Игорь Германович, воевал в чеченских, участвовал в чеченских боях, и как-то они попали, говорит, под расстрел боевиков, и из всех он только один жив остался. И вот он, занимаясь музыкой, занимаясь чувашской культурой, как-то, говорит, вхожу в новую жизнь, жизнь заново, начинаю жить. Сам он с Фурнарского района, обязательно, говорит, приеду на родину к себе жить. А я спрашиваю, а супруга? Супруга, говорит, русская. Ну тогда, говорю, не приедет. Вы что, говорит, супруга хоть на край света со мной, говорит. Мне было это очень приятно слышать. У нас и Волга рядом, и курортная зона. Какая бы то ни была, родина есть родина. Малая родина всегда у нас в душе. Всех не перечесть. Очень со многими людьми я познакомился, все они такие доброжелательные, истинный чувашский язык поддерживают и говорят, что надо своих детей обучать этому языку, чтобы наш язык не исчезал и наш чувашский народ в составе России процветал. А сколько дней вот это продлилось праздник? У нас этот форум 2 дня. 2 дня работали. 2 дня работал этот форум, 25-26 числа. Это проходил у нас в Уральском экономическом университете, это Ельцин-центр. Конечно, для начала мы думали, что это все связано с Ельцином, но там совсем немного выделено Ельцинскому памяти Ельцина. Памяти Ельцина, там его бронированная машина стоит, маленький музей, а остальное это несколько этажей, такой университет, бизнес-центр, скажем. Бизнес-центр, представительство. Представительство, красивое здание. Понравилось мне. А размещались в гостинице, да? Ну да, это все размещались в гостинице. Со всеми. Все было замечательно. Понравилось эти 2 дня, так быстро пролетели на одном вздохе. Все было прекрасно, все было хорошо. И особенно Ольга Титовна так умело вела все вот эти площадки на виллах. Я просто в шоке, что наша такая чувашская, наша такая девица, такая, скажем, умная, такая талантливая, и все предвидит, все красиво скажет и улыбнется. Настоящая Нарспи, скажем. А вот тема гостиницы, наверное, вы не за свой счет там жили, или это все же хозяева постарались как-то, позаботились о вас, о делегациях? Как обычно, все вот наши культуры, кто с культурой связаны, рассказывают, обычно, говорят, всегда за свой счет ездим, к сожалению. На этот раз, оказывается, Ольга Титовна, участвуя в конкурсе, выиграла всероссийский грант, и для организации такого большого мероприятия, ну, ей выделили какую-то иную сумму. И как бы мы и проезд нам оплачивали, и проживание в гостинице, как бы все было включено. Ну, прекрасно, ну, молодец. Да, молодец Ольга Титовна, что участвуя в таком конкурсе, могла выиграть всероссийский грант.
Также хочется отметить, что в адрес проводимого форума были поздравления главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева. Это было очень приятно слышать. Он в прямом эфире нас поздравлял, и Даже так, да? весь как бы вот этот наш коллектив уральский, весь многонациональный, слышали, видели это. Это было очень величественно. Ну, это приятно, конечно. Приятно, величественно да. было, да. Да, здорово, здорово. Владимир Николаевич, а вот наша чувашская делегация, вот вы выезжали, в каких программах вы участвовали? Какие-то, наверное, были выступления, там, ознакомления какие-то с нашей отчизной, народом? Я думаю, мы достойно показали, рассказали про нашу чувашскую землю, про нашу Чувашскую республику. У нас такой знатный такой вице-премьер Чувашского национального конгресса Владимир Геннадьевич там успевал везде. Он и подарки преподнес, и хорошие слова всегда говорил. Василия Раиса Михайловна у нас представляла узору чувашского народа, проводил мастер-классы, открытые уроки по вышиванию. Всем было интересно, прямо вокруг нас собирались, и они смотрели, что мы делаем, как мы показываем, даже пытались тоже вышивки, попробовали вышивать наши чувашские узоры. Все было замечательно. Воронова Зинаида Ивановна у нас представляла чувашский наряд, хушпу, вот эти чувашские Обрядовые, да, костюмы. Обрядовые костюмы, да. Чувашский национальный. Много видов костюмов привезла туда. Я думаю, мы достойно показали себя, достойно, я думаю, люди оценили нас. У вас всего-то 4 человека, да, было? Ну, всего-то 4. Ну, вот видишь. Вокруг нашего стола все время народ шел, всегда все интересовались, все смотрели, все спрашивали, мы рассказывали, встречались с людьми. Ну, тяжело вам досталось 4 представлять республику. Ну, ничего, было очень интересно. Я говорю, вот эти 2 дня, как на новом вдохе все прошло, даже усталость не чувствовали, потому что это все было в темпе все было хорошо, приятно. Ну, что на прощание хочешь сказать? Конечно, это здорово, что вот так участвовали, не без нас, тем более у нас есть столько по России чувашских автономных диаспор, сколько у нас культурных центров. Вот, конечно, не все участвовали, наверное, вот Челябинский, да Тюменский, говорите, да, и с нашей республики. И, конечно, ну, всех собрать-то, наверное, это было очень сложно. Это, наверное, все сложно, да. Но я думаю, в дальнейшем такие у нас мероприятия будут продолжаться. Я думаю, все это будет все обширный характер брать. И я просто рад, что есть такие мероприятия, что сплачивают наш единственный народ. Да. Мы достойно, я думаю, там себя показали. Да, спасибо. Ну что ж, добрый путь. Спасибо вам, что для Самана ТВ вы выступили у нас в студии. Спасибо вам, удачи. До свидания. И вам спасибо, Александр.